Ключевыми внутренними игроками в сирийском конфликте являются правительство Башара Асада, курдские отряды народной самообороны, умеренная оппозиция националисты, исламские антиправительственные силы и ИГИЛ, так называемое исламское государство. Ключевыми внешними игроками являются Россия, США и Турция. Цели ключевых игроков. Правительство Башара Асада стремится остаться у власти. Президент Башар Асад – лидер алавитского меньшинства, алавизм – течение шиитского ислама. Асад именует своих оппонентов, как гражданских лиц, так и вооруженных повстанцев, террористами и без разбора атакует и тех, и других. Курдские отряды народной самообороны хотят получить территориальную автономию. Они в основном сражаются против исламского государства, однако в прошлом имели столкновения как с умеренной оппозицией, так и с исламистами, ставя целью объединить курдские анклавы вдоль сирийско-турецкой границы. Целью умеренной оппозиции националистов является заменить правительство Асада умеренным исламским правительством. К умеренной оппозиции причисляют свободную сирийскую армию и многочисленные местные группировки, поддерживаемые Западом. Они в своем большинстве являются суннитами. В прошлом они периодически объединялись с исламистами из-за военной необходимости. Угрожают сотрудничеством с исламистами, если США не окажут большую поддержку. Исламские антиправительственные силы стремятся заменить правительство Асада радикальным исламским правительством. В их числе группировка Джебхат ан-Нусра, по сути являющийся филиалом Аль-Каиды, и Ахрар аш-Шам аль-Ислами, союз исламских салафистских бригад. Они иногда сотрудничают с умеренной оппозицией. ИГИЛ ставит целью установить халифат. Это боевики-джихадисты, воюющие со всеми участвующими в конфликте. А вот кто с кем воюет, а иногда сотрудничает. Кто кого поддерживает в конфликте. Россия поддерживает правительство Асада и курдские отряды народной самообороны. США находятся на стороне курдских отрядов народной самообороны и умеренной исламской оппозиции. Турция поддерживает умеренную оппозицию, а иногда и исламистские антиправительственные силы. Периодически умеренная исламская оппозиция намекает, что из-за недостаточной поддержки США они могут примкнуть к исламистам. Кто с кем воюет? Россия с умеренной исламской оппозицией и исламскими антиправительственными силами, США с ИГИЛом, Турция с ИГИЛом и курдскими отрядами народной самообороны. Из-за этого возникают странные союзы. Например, Россия и США поддерживают курдов. И конфликты интересов между союзниками. США поддерживают курдов, а союзник по НАТО Турция против них воюет.